Коллектив национального канала молодой, а как иначе, ведь здесь нужно отдавать своей работе все силы, таланты и время. Только работая в таком режиме можно добиться заслуженного признания от телезрителя. Журналисты, операторы, звукорежиссеры и монтажеры – это только вершина айсберга большой команды, которая готовит телевизионный продукт. Доброе утро, друзья! Это утренний эфир. Самые ранние пташки нашего канала – ведущие программы «Утро» – Ислам Цисдоев и Ася Добриева. С них начинается день тех, кто собирается на работу или готовит завтрак. Программа начинает вещать в 5 утра на случай, если у вас бессонница, и заканчивается к 9. К слову, утро не только заряжает энергией, но и информирует. Ведущие готовы рассказывать новости не только республиканского, но и мирового масштаба. На самом деле, когда помимо ваших рабочих каких-то моментов у вас есть какое-то общение или контакт налажен, и вы можете там пошутить, рассказать смешную историю, или вы общаетесь помимо, например, там студий, то это всегда помогает быть в хорошем настроении, улыбчивым и коммуникабельным в студии. Ведь за кадром остается огромное количество шуток. Вот мы читаем новости вполне серьезно, а потом уже собственное мнение звучит по этому Самое вопросу. смешное бывает, когда серьезные новости, конечно. Да. Особенно, когда кошка и собака выдали своего хозяина, это очень серьезно. Злостного неплательщика. Да. В культурно-просветительской редакции больше девушек. Мадина Батаева в числе тех, кто трудится на НТРК почти с момента открытия. За это время она успела попробовать себя во многих проектах. Проекты были разные, интересные. В основном это были проекты, посвященные историческим темам. Передача «Вчера и сегодня», в частности, была передача, посвященная литературе. Сейчас я занимаюсь проектом, у меня новый проект, это «В семье единой». Это передача, посвященная людям, которые представители других национальностей, которые проживают у нас в Ингушетии, которые по тем или иным причинам приехали к нам, им понравилось, они решили остаться. Сегодня в Ингушетии активно развивается спорт. Наши ребята завоевывают самые высокие трофеи на мировых аренах. А мы стараемся сделать так, чтобы вы узнали об этих победах первыми. Спортивная редакция ведет обзорные дневники по каждому событию. Примеров для подражания в нашей республике именно в плане дзюдо, ну прям океан. Поэтому, друзья, смотрим тренировку, после вернемся. Заботимся и о здоровом духе. Духовно-нравственная редакция – еще одно важное направление. Основной костяк составляют Рамзан Бабхоев и Джабраил Алмазов. Молодые люди также работают на НТРК со дня основания. И за 4 года успели выдать в эфир дюжину программ, рассказывая об ингушских адатах и религии мира. بادر علاقة سيقيت ديات أزي والله ميخسيل خنيقصار ميخسيل دور ديات صار أزغلق ما إزد دوش خن صار أزغلق. Каждый год вместе с паломниками в Саудовскую Аравию отправляется и наша съемочная группа, которая готовит цикл передач новостных сюжетов о том, как совершают хадж наши земляки. Желательно обрядом хаджа является посещение горы Джабаль-ан-Нур. По преданию, пророк Мухаммад здесь получил первое свое откровение от Аллаха. В 2017-м возможность поехать в хадж от НТРК выпала Руслану Албагачиеву и Исе Хазботову. Молодые люди к такой командировке относятся очень серьезно, как в личном, так и в профессиональном плане. Очень мало съемок глазами паломника. Именно то, что мы получим, именно ту дорогу, которую мы совершим. Поэтому, я думаю, будет зрителям интересно, и мы постараемся максимально раскрыть именно все аспекты хаджа и, естественно, совершить свой хадж. Именно вот хадж — это сейчас самое главное для меня командировка, самое ответственное, потому что это не просто я туда поехал, сделал материал, прислал для нашего зрителя, чтобы они посмотрели. Это плюс еще сам подготовился, провел все необходимые ритуалы, которые должны, чтобы не было никаких нарушений. Особое внимание приковано к информационно-аналитическому отделу. Новости 24, Хомыш, итоги недели и новости Северного Кавказа. Информационное поле у нас, выпуск нашей сетки нашего вещания занимает почти около 4,5-5 часов времени. Новости бывают по 30 минут, по 35, по 40 минут, итоговые новости бывают. Темы разнообразнейшие, от самых свежих тем, бантики, все, что можно отснять в республике. Блок новостей выходит 10 раз в сутки. Дневные эфиры ведет Хава Султыгова. А итоги дня подводят Амирхан Дзортов и Лейла Цурова.
Кстати, мало кто знает, что ведущие вечерних новостей по совместительству шеф-реды. И прежде чем выйти в прямой эфир в 21:00, каждый из них в свою смену по 12 часов трудится в кузнице новостей. Сюжет про телевидение готов, он поднимается, и он будет в эфире. Национальный телеканал готовится к очередной годовщине официального открытия. Нам исполняется 4 года. Когда ты не владеешь информацией, которую ты озвучиваешь, просто читать подводку и не знать, что содержание материала, это очень сложно, то есть как водитель без руля. А тут я в курсе всего, что мы показываем, я в курсе, что снимал мой корреспондент, что мы выдаем в эфир. В этом плане очень удобно. Не так давно «Новости-24» реализовали новый проект под наблюдением. Это обратная связь. Здесь мы готовы говорить о проблемах региона. Любой житель республики может прислать на горячую линию видеообращение. А Марина Муталиева попытается разобраться. Мне намного ближе, конечно же, эта рубрика, потому что она связана непосредственно с жизнью людей, с нашими проблемами, то, что касается непосредственно вот здесь и сейчас решается все. И это, как бы, мне кажется, основное. Особая гордость канала – ток-шоу и прямые эфиры. Есть в арсенале и площадка для тех, кто готов говорить о наболевшем на всю республику. Программа «Обсудим» выходит на русском и ингушском языках. Наша команда постоянно растет и развивается, чтобы искушенный разнообразием зритель оставался нам предан. Зарема Ивлоева, Рамазан Зурабов, Новости 24.